Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева. В высокогорном районе Чеченской Республики сегодня открыли движение по новому мосту через реку Теник. Транспортное сообщение между селами Махкете и Сельментаузен восстановлено по всем стандартам безопасности. Старое сооружение, прослужившее несколько десятков лет, полностью реконструировали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация этой сети повысит доступность горных сел и даст импульс развитию туризма в регионе. Турпал Сумов с открытия. Досрочный ввод в эксплуатацию, отменное качество и простор для всех участников движения. Новый мост через реку Тенек соединяет два населенных пункта в Веденском муниципальном районе – Махкиты и Сельментаузен. Церемонию открытия, приуроченную к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посетили высшие должностные лица. Собравшихся местных жителей, а также представителей Совета старейшин поприветствовал первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев. Прежнее сооружение было недостаточно надежным, но теперь езда будет свободной и комфортной. Doch шот тайншту ништу шадиги ауэр ho направление Ахмад Ажиберкца социально-экономический, туристический направление свой республик халтаде штан хаву швей духлер пач ниц хаву швей пач рамза Ахмад швей вайн дал дукува вела дал хар мост вайн бетки дол дал дехай бетки вел. Длина моста 22 метра, а ширина 6 метров. Протяженность барьерного ограждения 348 метров. Премьер-министр Магомед Даудов отметил, что в честь приближающейся памятной даты в регионе открываются много объектов, а в честь года горных районов ведется много работы по их развитию. Он также передал слова благодарности от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес всех работников, трудившихся здесь. Ахмад Хаджи, إذا قالوش إزدينا وريسبوبليكيا شون مغار دقو أبيكش وجه دعيول شوي دق إزديان ليرين ديونا قي دقو بلغش بديش دوي ديو خوش هذا شون مغار ويبتشوا شود عدولو تشينا ح جود رزويتي جورن غريونا وعلا دقيقنا هتيوتي دق بلغش بر جورن ريونش كعباليرين социально-экономическое развитие, образование, итаиш, ниш, هتيوتي ديون اتيوق عدر اين ماخه اتسحنا ايدخل ديون شي اتيورتر قال دعسويتشن هتيوتي تقاستن تكون فيرجش ديوناينز شو ما ارجونت ايدخل دق تاخديلر نيس ورت ديون اتس اي يدوخشه it's a chuajol it's a prelot is nirgdon it's han prelot wa aitergdon et ein mach motsulbo hun alche I prelot chuaji hare bok gotas biesdon han shindin acht gotiser odona is a dokumdu sona way mek de tsarahdon way mek da shug maserge shiger dok marshal da aiterdon dal de bert kiwel al tsunger don shug da ol بركليت ديريزا ومن افتدور بلوش هو تحقق يكش شون شين آرحة قيت جرادوس يلا حل خين خواتم ديوانا يوغ ويالجا متصل ديوان وين خلخل أتاقوني يحر أصوات ديوانا إنزل يبو خلاره اتستيح ديوانا قعيوكش يحاج يوكش دي بيسي دوش ديوانا ويباتش ودي رزخل رمزان حاسة تأيلن بروشيني قوتشيش ديوان قوش ديوانا قادوكو بلغش بابينا بيشبو تحندين حسويت سابوش ديوان. Председатель правительства также отметил, что важно не допустить проникновения нечисти на территорию региона, чтобы ничто не омрачило все эти достижения. خلزام يرز ويدحل المكدا أحمد حاج دال غازوة قبل دولي آرابل كأنتي تعاقيتنا اتخينا أسوالتن بيوشر باتر وي يتخنك دينا بوسي ديش دول ظلم صوتر دريتيه خيشخل ولا غاش ومسانا جينا يلا ومش دوش ديون خيشخل غاش دي عوالشي ديون سدوزل ديونا
безопасный мети خريرتي الاتسول ديون خل زامير أحمد عجوين حلول زام وان يقعد عبال شلت إعاء سنك أنت سؤال بيقن يا حياة اسنية بيع هو يرتاح هو رأيونيح ويدول هو مكتيح ديونا دقو ناقوستي ديك ناقوستي شين قول لعبوش دال ديغل ويل دال جيش دول ديون دقو غازوتي أحمد عجينا قول لك أنت دقلنا هو رأيونيح دقو رأيونس ديون شون شينا ومحك ديه قستن ديون هو رأيوني ناقسي ديون جرجل لودوش ليلوش ديون ديك هو دائما شون شين خوش دو مسانا ديونا ووش ويتشوش ديونا قستن دو دال دي عبيرت كي ويلا دال قي مشكاح ويرأون غورنرأونش وموك ديونا ومحك دين رمزان عجين متحبوش يوين تانسن ديونا بيرك تيوش إليسي داغر كليلوي دال دي عبيرت كي ويلا شدو. Все те изменения, которые происходят в горных населенных пунктах, как и во всем субъекте, это заслуга руководителя субъекта Рамзана Кадырова, отметил в своей речи глава Веденского муниципального района Турпал Али Абдулазизов. район جو بالنشلين район يومسانا يخوشدو تغن دول صورت يوق إزمناني يول صورت دوي محمد سكايت مغايتر حال ليرنيك تغن ليرنيك أربركت حقن خمبا بير دوي أقرشاد درجة ويمحك دي دلال شويل ستون بركتو عامت عش دال غاز وقت قبول دل سنيق بركتو دال إيغان وين تيم ويايتيل دال ويمحك تاس وين حق خشر ملدن دول هر صوت هيتسلس ملدن دول صوت دال ساو دول تغن ويغلي الور دول شمش دا تروش وي تغنا جو إرسيا ناخدو دال وين إشتوش مرزي دولش إشت خزدين وش سيخ سيخ أقوش مصو أور إشتق دول هنر بوربال وين Собравшиеся дали почетный старт движению участка дороги, после чего неспешным шагом прошлись по мосту, читая салават. Жители были несказанно рады этому событию, ведь в непогоду движение здесь было непростым, а порой опасным. Теперь все будет иначе. هرت أيضا ويك بتش عند إيرا سندين إيرا مسنت إيرا القبل ساعة دويلر بزين ديلشا يا دوس أجر حال شغل دوم وات أحقق كنا مسن ديلر يدخل دوس. Стоит отметить, что с обеих сторон сооружения имеются тротуары шириной по 1,5 метра. Обновление моста – часть масштабной работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году на стадии возведения 19 объектов, 14 из которых планируется ввести до конца года. Турпал Али Тайсумов, Сайтемин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Возвращение к истокам и сохранение культурного кода. Больше 8 веков стоят эти стены. Помнят и взлеты, и падения. Древнее высокогорное село, хранящее многовековую историю и трагические страницы летописи чеченского народа. В селе Хайбов Галанчевского района после масштабных восстановительных работ открылся древний башенный комплекс. Медина Мадарова продолжит. Загадочный и в то же время завораживающий Галанчевский район много лет хранил свои тайны, секреты и даже трагические события. С каждым годом это место становится все доступнее для жителей Чеченской Республики. В северной части селения Хайбах расположен башенный комплекс. Масштабная реконструкция шла 3 месяца и уже подошла к концу. На открытие прибыли почетные гости. Министр культуры региона Иса Ибрагимов отметил, что восстановление таких объектов – это в первую очередь возрождение исторической памяти чеченцев. قوزلي بريتشو قاشر يحتون ليرن حياست لا أمخلا قزر باخر خوي قزع عين بول نيخي دونا لا أمخلا إشتونا شادول بركة دونا ودحول لي باتش عمد حجير دالازو قبل دول تنجر دوي خوشة هندالجا داق ويا تنزامن شوحة حكمتكش حال داكيج خلادوش لا تنزامن شو مخك بوشينا ها وربع صوتك واجين خدمتي جوار طبعا الحمد لله تو بولين نقدونا بركتي خلر داق ويوش وبشول رمضان عش دايريس خلصنا تو دعوش بول نقدونا شيء قام ديزريا مخك بيزريا دونا إستوري لريا بوش خلر bilgil dokşa tana hermettik dona hayasti ve tana qoal hayoş çuya yuxşaran keçin beş hinsli dona boyç belx bu velaxa
دوندا مولها هرمتك دونا كي خز ياشا دين ياشا ومكداس دوندا хватил دونا и поручению. Только спустя десятилетия Хайбах вновь возродился. Здесь по поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова были проведены масштабные восстановительные работы. Они велись за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. مشكلة دوك مسألة دوستول إستورين تحي نقدر طبعا مسألة دو تشدولش حالا زمان شو خينا خلبول شو أتاجت قوزلو أتاجت حالبين بتوجا بين بلامش استرجوا دون أكوشكش شورت مسألة دوش دو إدون يشري أجت تحلون شو والنسل دين كلتو نسل دين ويشو ما دو إدون دلعتنا رحيبها شيء إستوريا ديت شورت исторически боболш юртуардон. О света газа خيخ مسودل شتول شوم ناختونا ومحكنا رمزا عنجن دال عالش ويل بركلا الودرك. إشتدونا مسوهم من كيك قوتشل مسوهم من دال وتشل ورجعنا أبشستنا فوند كيجلا محكنا أماننا بركلا الودرك. دال دق بابولش دال عالش بولش توش بات على الشاتر. После торжественной части гости осмотрели комплекс. Этому месту больше 8 веков. Развалины древнего замка, останки сторожевых башен – все это хранит в себе много тайн. Объект сложен из хорошо обработанных камней на глинистом растворе. Стены ориентированы по сторонам света. Der geht, هاي شو بارو بيش مايات يا غال يعني إيه خلي قلت أربعة يوم خلها رياتش خلها يا ها ما غشن تستوي يقول. Реконструкция охватила комплекс номер 1, включающий боевую башню и жилые строения, а также мечеть, восстановленную по историческим чертежам. Высота стандартной боевой башни составляет 23,5 метра, в ней 5 этажей, по всему объекту размещены бойницы и солярные знаки, изучением которых до сих пор занимаются опытные специалисты. Много лет назад здесь жили семьи Тайпа Нашхой. В то время эти башни являлись для них и домом, и крепостью одновременно. Комплекс входит в территорию исследования Аргунского музея-заповедника. Его площадь составляет 233 800 гектаров. За последний год на его территории было найдено 197 новых исторических объектов, а общее число достигло 1134. Этот район можно назвать настоящей сокровищницей для археологов и историков. حاط قش رجلك شديد لكن خاش يقارش كليل خنا تكون غير شو باش خير دو تخيت دو داخل شنو شتي وميتك من شو تايج غال شو جلو باش غال وي باقي استمدوا عليه ماسة اوخ زمان شو خايت يشكل شي صارخ بعول غاس ما تايش سيجنال استراتيجي ابرنيتلني بيوي باشني اول صارخ. Хайбах – место, которое навсегда вписано в трагическую летопись истории. А во время репрессий здесь произошла страшная трагедия. Сотни мирных жителей были сожжены заживо в хлеву, куда их загнали под предлогом эвакуации. إدلي يبينش دينا دولش يبينش لاتش دولش هم درسيجا تون ديلا اشتروا ديغلا زامبول ديلا ونوخشي تايبا نوخشي قوم ديغلا زامبول ديلا Галанчорский район – это восстанавливаемый муниципалитет, известен своими природными красотами и сохранившимися объектами культурного наследия. Все работы проводятся по инициативе главы региона Рамзана Кадырова. В районе проводят электрификацию, строят дороги, благоустраивают территорию, чтобы люди могли вернуться в родные края, предки которых были давно выселены. Медина Мударова, Адлан Хусаинов и Бекхан Эбиев, Вести, Чеченская республика. Наступил Рабиуль-Аваль, третий месяц мусульманского календаря. Это время особого почитания, совершения благих дел. По случаю наступления этого священного периода с обращением к жителям республики выступил советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев. Он подчеркнул значимость этого месяца для каждого верующего и призвал мусульман проводить эти дни в молитвах, совершать добрые поступки, проявлять милосердие.
وين تخوصلر أقبيرس كان بيسنا حقلوش ربيع الأول بوتبو دال صلوات سلام عشر الخيل دال يلش نور الله دنيا شويان بوتبو القرآن شعبه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين دال نور ديشون بقولا بودال خم بالقل دشخل القرآن ديشون نور ديشون قرآن ديشون بودال بايمر دال صلوات سلام عشر الخيل نور غير دنيا شوينا ده القرآن شعبوه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالم مشقية بشبه وغيت المواد صوحة بايمر بايمر ديلي صلوات سلام عشر الخيل بعد قوي أزير بايمر مغرطوغ شوينا يلشرش إيلو عالم بين قيخية بو إرستولش أمت دوي بايمر ديلي صلوات سلام عشر دنيا نشوال بولش بولبوت إذ بزبر أتشو عديل إلش خاستور عليه الصلاة صوداقر ديك بلخش صوباقر انتير بولر ووشي جيشتر. Еще одна современная зона отдыха появилась в Гудермесе. Парк площадью более 2000 метров открыли в рамках программы развития малых городов. Пространство оборудовано прогулочными аллеями, скамейками, современным освещением. Созданное в преддверии знаменательной даты, оно уже стало любимым местом для прогулок. На церемонии открытия побывал Дени Хамидов. Еще совсем недавно здесь работала строительная техника, а сегодня парк «Место сильных» уже встречает первых посетителей. Новое общественное пространство стало еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Гудермеса. Символический старт работе нового общественного пространства, открытие которого приурочено к 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, дал глава администрации Гудермесского муниципального района Хамзат Магомадов, перерезав красную ленту. Парк протяженностью более 2000 квадратных метров создан в рамках проекта, ставшего победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Здесь обустроены прогулочные аллеи, установлены современные скамейки и освещение, выполнено озеленение территории. Главным архитектурным элементом нового пространства стали декоративные арки. Во время церемонии открытия главе администрации Гудермесского муниципального района также вручили благодарственное письмо от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзулина за вклад в реализацию проекта. Практически сразу после открытия парк наполнился посетителями. Жители отмечают, что в городе появилось еще одно современное место для прогулок, семейного отдыха и встреч с друзьями. Одним из первых новый парк посетили жительницы Гудермеса Хава Бантаева и Мадина Дурдаева. Подруги говорят, что давно ждали открытия этого общественного пространства. Теперь здесь можно прогуляться после рабочего дня, провести время с семьей или встретиться с друзьями. Уже в первый день парк наполнился посетителями, постепенно становясь новым местом притяжения для жителей города. Нам очень приятно, что в нашем городе открылся такой красивый современный парк. Есть место, где вывести детей на прогулку, да и самим выйти. Дейлрез Хэл Рамзан Ахматович за такое красивое место. Мы, жители этого города, очень ждали открытия этого парка. Всем было интересно. Мы проходили мимо, смотрели, следили за стройкой, но результат превзошел все ожидания. Парк получился очень красивым, современным и очень уютным. Место сильных стало очередным шагом в благоустройстве Гудермеса. Теперь это не просто новый объект городской инфраструктуры, а пространство, где жители могут отдыхать, общаться и проводить время вместе с семьей. Дени Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Ветераны СВО под пристальным вниманием врачей. Специальная программа диспансеризации охватывает тысячи защитников по всей России. Комплексное обследование, консультации специалистов и, если нужно, дальнейшее лечение. Без очередей, без лишней бумажной волокиты и с полным сопровождением. Как это работает, расскажет Лимда Жамалдинова.
Саид Хусейн Межидов – ветеран специальной военной операции. Он провел на передовой 2 года. За хорошую службу награжден множеством государственных наград. Сегодня он пришел сюда, чтобы пройти плановое медицинское обследование. Я к ним обратился, меня сразу направили, буквально с порога меня встречали. Процедуру пройти, но к сожалению, с возрастом приходится к врачам обращаться. Альхамдулилля, доволен, все хорошо. Будем жить. Диспансеризация проходит в течение 1 дня. Сначала ветеранов принимают терапевт и профильные специалисты, затем проводят необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Уволенные участники СВО, они у нас могут пройти диспансеризацию без очереди. Члены семьи могут пройти диспансеризацию. По ОМС они могут пройти все у нас бесплатно. В программу входит оценка состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, проверка зрения и слуха, а также обследование с учетом возраста и состояния здоровья. Если врачи выявляют отклонения, пациента направляют на дополнительную диагностику. Диспансеризация – это хорошая возможность проверить свое здоровье еще до того, как появятся первые тревожные симптомы. Она помогает выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение. Такой формат организован по инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» совместно с Министерством здравоохранения России. Обследования проводят в определенных ведущих медицинских организациях. Ветеранов сопровождают и помогают получить необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. В соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в Чеченской Республике в целях организации оказания участникам СВО первичной медико-санитарной помощи филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чеченской Республике при согласии участника СВО в территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чеченской Республике передаются сведения о месте нахождения и контактные данные участника СВО. При первичном обращении участника СВО в индивидуальную программу комплексного сопровождения в первоочередном порядке включается прохождение диспансеризации. В 2025 году диспансеризацию прошли 106 тысяч человек. У более 84 тысяч обследованных выявлены заболевания, причем около 20 тысяч случаев диагностировали впервые. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. «Колобок» продолжает покорять российские кинотеатры. В прокате современная версия приключенческого фильма «Фэнтези. Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова. Этот полнометражный спин-офф популярной сказочной франшизы, рассказывающей о приключениях харизматичного жителя Белогорья. Создатели переосмыслили народную сказку. На этот раз главный герой вместо того, чтобы убегать от лесных жителей, сам решает изменить свою судьбу. Почему этот фильм стоит посмотреть и чем он удивляет зрителей, узнаем у Мадины Кураевой. Знакомая с детства история на новый лад. Только теперь Колобок не просто убегает от деда, бабки, зайца, волка и лисы. Он сам решает изменить свою судьбу и отправляется навстречу приключениям. В новой картине главный герой оказывается и становится участником совсем не сказочной передряги. По воле обстоятельств Колобок объединяется со скромным пекарем Тихоном и девушкой Ладой. Вместе им предстоит пройти немало испытаний. Доброе утро! Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю! Видал я, как ты тех разбойников раскатал. За голосом Колобка Гарик Харламов. Тихона сыграл Дмитрий Журавлев. А роль одного из самых колоритных персонажей Волка исполнил Гоша Куценко. Создатели обещают экранизацию с трюками, яркими персонажами и зрелищными сценами. В отличие от обычной канонической сказки, где всего 3 предложения, грубо говоря, от бабушки ушел и там, к лисе пришел, которого съела, здесь расширенная вселенная. Здесь мы увидим рождение Колобка, его молодость, его юность, его пубертат. В общем, все, что с ним связано, плюс огромное количество приключений и вселение в Журавлева. В общем, считаю, что стоит на это посмотреть. Фильм рассчитан на семейную аудиторию. По словам режиссера Антона Маслова, в этой истории важно было показать не только сказочный мир, но и живых, узнаваемых персонажей со своими характерами, слабостями и мечтами. Сказка должна все-таки оставаться сказкой, сказочной. И поэтому здесь как бы мастерство Антона было и придать этому реалистичность, доверие, чтобы возникло, но в то же время, чтобы был жанр. Поэтому нужно было существовать честно в кадре. Когда страшно, нужно было бояться.
Когда было обидно, нужно было плакать. Когда было горько, нужно было страдать. То есть эмоции были честные, все честные, ничего не изображалось. Тем более у экрана дети все чувствуют, у них интуицию не обманешь. Первые зрители уже успели оценить новинку. После сеанса хорошее настроение и впечатление от знакомой сказки, которую создатели превратили в современную приключенческую историю. Меня очень сильно привлекает новая тенденция в современном российском кинематографе, а именно переосмысление уже полюбившихся наших сказок. И как раз «Колобок» — это идеальный сиквел ко всему этому ряду такого типажа фильмов. Он был настолько интересным, настолько захватывающим, что даже после титров хотелось остаться и посмотреть еще. Поэтому хочется сказать, что я жду продолжения. Особенно сильно жду продолжения именно данным актерским кастом, потому что, да, актеры были прекрасны. Что их игра, что их подача своего героя. Особенно много в картине юмора. Шутки понятны и детям, и взрослым. А привычные персонажи то и дело оказываются в неожиданных ситуациях. Именно эта смесь сказки, комедии и приключений, по словам зрителей, и делают фильм интересным. «Последний богатырь Колобок» – новая глава популярной сказочной вселенной. Фильм уже в российском прокате. Узнать, чем закончится эта увлекательная история, зрители региона могут в грозненских кинотеатрах. Мадина Кураева, Бекхан Абиев, Хусейн Мурдаханов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.